tervisi, Tatjana Lunjääva, siis selle aasta tegevuskavastina teile jutustamine, me räägime selle kava kohta, потом поговорим о программе на этот год, программе работы, ну ja jooksvad küsimus. Teie esimesed, kuidas te vaadates selle peale, et me anname 2 minutit igale. On 2 минуты на выступление, на прение. Согласны? Ja. Ну, kes on selle eest, et me kinnitame Selle pool. to, чтобы провести сегодняшнюю программу. Vastu, против? Härra Villes, kas te olete kohe või natukene hiljem? Kuidas teil on aega? Mina kohtusti oma kiiva alla võttis ja on väga hea meel, et te siin olete, sest maja peab olema inimesi täis, kui majas inimesi ei ole, siis ei ole ka maja mõtet. Ja Eesti seltsis on paljud liikmed, me pattume, aga see ei ole ka paha asi. Lihtsalt aruande koosolekuid tuleb palju pidada. Приветствую вас в сторону Дома Эстонии и эстонского общества. Я знаю, что многие у вас не хотят по-эстонски говорить или не умеют. К сожалению, я всегда буду делать вам замечания по этому поводу, но придется мириться с этим. Ничего не поделаешь. И если я очень доволен, что вы здесь бываете, потому что без вас дом пустой. И то же самое эстонское общество. Многие у вас вы и одном, и другом. И поэтому меру возможности, если моя вас помогает, тоже. И моя задача сказать вам, что будьте добры, живите и веселитесь, сколько можете, и сколько ваше здоровье допускает. Но ваше здоровье будет обязательно лучше, если вы здесь бываете чаще. Потому что у человека должен какой-то цель быть, и в этом возрасте эти цели являются тем, чтобы общаться. Иначе будет скучно. И я вчера был в Таллине, и мы делали следующий договор и план развития по обществу Петербургского эстонского общества. Она мне давала маленькие газеты тоже, Петербург театра. Они выдают в таком формате, в маленьком формате. Но здесь в основном на эстонском языке. Это 100 лет Эстонскому республику. И второй Эйский кирик, который печатал тоже на первом листе сразу Вилла Федорова и Петербург Эйский сельский. Это я допускаю посмотреть потом. Если кто-то придет, можно посмотреть. И это говорю полностью на эстонском. Но если директор, не знаю, они сюда посылают тоже, или только в церкви можно получать. В всяком случае, епископ Салуме был там у них на мероприятии, и они это очень ценят. А следующее мероприятие, которое у нас впереди, есть в эстонском обществе, много. Я знаю только, что первое, это Нарвама приглашает нас выступать 24-го, и тот же самый день делают Сорокиага. Свое мероприятие у нас по выступлению на один день планируется, Айме. Ну, сейчас будешь узнать. И сразу выйдешь. See on 24. märts. Nüüd läheb. 24. märtsi Narvamaa ja Sotjaaga. See on Uspekis. Ja kus see on? Rahvusmajas. Rahvusmajas. 24. 24. Ja üks üritus on kell 2 päeva. Teine on kell 17. Mõlemal oleks mõlemad olema. Kell 14 on esimene rahvustamajas, et teine on kell 17. Aga sellest pärast peab rääkima, sest Kalina Šuškiris tahab, et meie lõpetaksime nende ürituse 100 aastat Eestit, seal on kaasa. No meil oma võib pakkuda see, mis meil, millega me esinesime. No, rahvas on saalis see sama. Kus me siis muud saame? Ei, mõtleme selle peale. Mõtleme selle peale mitte uut, aga teil on repertuaaris rohkem kui üks esi. Kell 2 ja kell 17. Ja siis kutsutakse meid muidugi veel Kohtla-Järvele, aga see on 12. mail. Я причастна, что переводится не надо.
Так, meie seltsi juures tegutseb endiselt aitava tänava juhtimisel Eesti keelering. Õppetunnid toimuvad 2 korda. Proovib meile imendada arvutioskusi. Lõppude lõpuks me otsustati, et kasulikumad on individuaalkonsultatsioonid ja ei loobuta meid aidata. Sergei filmib alati meie eakate liidu üritusi ja alustades sellega Eesti eakate liidu ajalugu. Значит, у нас Сергей начал нас обучать компьютерную графику, основу. Но у нас настолько у всех разные минимальные знания, что вот из общих этих вот, трудно не получилось. Потому что у каждого свое, каждому что-то надо там. И поэтому мы решили, что лучше делать индивидуальные занятия. И Сергей никогда не отказывается. Если кто-то просит, Narva ja eakate liidu ajal oleme Niina Mägimaa. Naš historik Kastapidaja Vilvi Nikolaeva. Kavandaja mina kedagi ei nimetanud. Если кого-то не назвала, пожалуйста, извините. Но вот, если могу как-то забыть, потому что не цените инициативы. Поэтому всем спасибо, что вы активны, что вы инициативу поддерживаете, свои инициативы выдвигаете и предложения. Ну, всем спасибо. Я слово мне таки это. Пожалуйста, вступайте, говорите, потому что... Viktor, kui nüüd kuulad, niimoodi enam tänapäeval räägitakse, et hinnata on kas rahuldav või mitte rahuldav. Kui on midagi rahuldav, siis tähendab see и чуть-чуть хорошо, и чуть-чуть хорошо. Говорят так. Не верю, что она это rahuldav või mitte. Спасибо. Кто доволен работой, сейчас не работает. Конечно. Aga üks selline kõik võtaksid osa. Ja Tatjana, sina ütlesid, kõik võtaks osa. Mitte kui tuleb pidu või miski jälle, see teeb see. Kõik oleksid aktiivsed ja osalema selles. Ну, кто что ты сказала, что предлагали свои мысли? Чтобы все активно участвовали в работе. Потому что что-то сделано, потом что-то не так сделано. Всегда бывает что-то не так, но все мы стараемся, это самое главное. Не делаем просто так лишь бы, а стараемся. Ну, обсуждать, по-моему, вообще. Нет, ну почему? Обсуждать это может отдельное предложение. Ну, предложение, да. Все можно, только нужны аргументы. Да, ну тогда что-то, если неправильно делать или не так, всегда это можно решить, понимаете, нормально, без всяких скандалов, что, слава богу, у нас нет. И вот это самое главное, кроме установка такая доброжелательная. И это тоже естественно, если ошибаемся. Это тоже естественно. Секрет, да, это уж, ну, лишнее. Похлопаем ей. Да, нет, в следующем году будет как раз 6 лет, то есть, как я здесь на этой должности. 10 лет надо. Нет, я никак после 20 лет я не могу. Нет, а мы не в отношении поездки в Дуполь. Давайте мы потом встретимся или в следующий четверг, или в четверг я вам скажу, и мы потом соберемся, те, кто едет, и решим все вопросы, куда мы едем, экскурсии, что мы смотрим. Да, один вопрос можно сразу решить. Предложение на обратном пути. В Таллин мы приезжаем утром,
есть два предложения. Или поехать в Кейло-Юан, там очень красивый замок, недалеко от Таллина. И там сейчас, в этом замке, выставка историка моды Васильева старинных свадебных платьев. Сама территория Кейла тоже очень красивая. Это вот одно предложение. Эта выставка будет до лета. А второе предложение в художественном музее выставка кардинала Вазовского, которая заканчивается в начале мая. То есть вот тут или мы на выставку туда, на Кейло-Юан едем, или на Вазовского. Давайте решим, из тех, кто едет. Кто, против Кейло-Юан, что говорит, что апрель, вроде бы еще холодноватый, там гулять может погода, ну вот это вот только там. Loss on ise vaatamisväärselt. Да, это 18 апреля на обратном пути из Стокгольма. Кейло-Юан, кто за то, что Кейло-Юан? Давайте отдельно туда поедем. Отдельно надо ехать. Кейло-Юан можно отдельно сделать поездку. Да, давайте тогда поедем в музей, посмотрим выставку Айвазовского. Да. Я поговорю там с музейными работниками, что порекомендуют. Если порекомендуют нам все-таки экскурсовода, то мы закажем экскурсовода, тогда уже за счет общих денег. Не возражаете? Ну да, на всякий случай. Да, и, пожалуйста, ищите еще народ, потому что у нас прямо 24 человека нам надо набрать как минимум. Своих знакомых, все лишь и еще, да, у всех никто есть с тобой. У всех ли у вас есть вот эти международные страховые карточки, которые дает больничная касса? Заказывайте, пожалуйста. Не дай бог, что случится, кто-то там плохо заболел. С этой карточкой нам окажут помощь. Бесплатно. Это заказывается через больничную кассу и бесплатно присылается на домашний адрес. Где заказать? Даже не знаю. Надо инфо. Раньше это было по почте заполнять, теперь почта не заполняет, теперь, наверное, по интернету. Вот такая карточка. Да, обязательно надо. Сейчас я